Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Против нас полки сосредоточив, враг напал на мирную страну. Белой ночью, самой белой ночью, начал эту черную войну. Только хочет он или не хочет, а свое получит от войны. Скоро даже дни, не только ночи, станут для него черны. Первые письма с фронта поражают солдатской прямотой. Папа и мама, вы знаете, что германец напал на Советский Союз 22 июня, 5 часов утра. Папа и мама, повидал я страху, как с первых дней германец начал нас лупить. Не найдем места, мы попали в окружение его. Он нас и потерпал. От полка осталось человек 50, а то побило или взяли плен. Ну, я на силу из жадных лап его выскочил и сбежал. Нас прикрепили к каждому полку. Мы стали наступать на Каунас, 100 километров от нас. Голодные, босые, ноги все потертые. Вот они как с постели вскочили, так они и побежали. И все, кто выжил, кто остался, вот, ну, все вот такие ребята, как бы, служили. Евреев, было очень много евреев в нашем городе. Все врачи, все торгаши, все мастера, часовщики, обувщики, все были евреи. И всех собрались вечером мужчин, и женщинам сказали, что их потом повезут. Их повезли к песочный карьер, и всех расстреляли. А на следующий день мама нас подняла. Наш дом был вот так в низине, а вот столько вышины шла дорога. Вставайте, дети, посмотрите. В повозках, которых сено возят, сидели детишки и женщины, и галдели, они по-еврейски, и сидели полицаи, и везли. Мама говорит, везут расстреливать. 4 километра от нас Вербалис, городок большой, были ямы выкопанные. И кому попала пуля, кому не попала. Одному попало, другой задел, тот упал. Рассказывали, говорит, несколько дней земля шевелилась, говорит, пока все не умерли. Вот это все пережито, все. А дети, мы все воспринимали вот эту душу. Все понимали. Это был страх. А наш дом около дороги, центральная дорога через речушку, которая вела Берлин-Москва. И там уже гудело все. Первые бомбы упали на таможню. Грохнуло, всех подбросило и загудело. Сейчас недалеко Калининградской области есть город Черняховск, там аэродром. Я думаю, что все самолеты летели оттуда. С вечера уже гудела площадь за речкой. Говорит, гул был, танки собирались на площади Иткунин. А ночью и утром по тройке, как сейчас показывает небо часто, тройки и самолетов низко несутся. Вот так над нами летели эти самолеты. Папа схватил нас всех через речку
и в поле. А в поле уже ползли немцы. Они цветами себе замаскировали. Мы немножко деревню отошли, за город и жили. И залегли. Чуть успокоилось, мы вернулись домой. Нас всех из города, из домов выгнали, согнали в городскую площадь и проверили все дома, подвалы, нет ли русских. А около огородов лежали трупы милиционеров были. Некоторые успели, переоделись из женской одежды, бежали, успели, а некоторые вот убитые. И сейчас считают, что русский напал на Польшу. Какой русский? Я первый свидетель, когда мы убежали из Клайпеды до Эткунин. Боялись, что немцы заняли Польшу, теперь рядом Литву. Вот и свидетель. История все меняется. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.